С полуночи 1 июля в России вступил в силу федеральный закон о запрете игорного бизнеса на всей территории страны, кроме специально отведенных 4 зон – в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области. На всей остальной территории страны рулетки и автоматы вне закона. Принятие данного закона вызвало широкий общественный резонанс, но несмотря на это, подавляющее большинство россиян уверены, что такие меры послужат только во благо страны. По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, выведение игорных заведений за пределы городов и населенных пунктов принесет больше пользы, чем вреда, считает большинство россиян – 70 против 14%. Позитив в этом видят, как правило, те, кто не увлекается азартными играми. Под запретом оказались любые игорные заведения, за исключением тотализаторов и букмекерских контор, а также клубов спортивного покера. Рулетки и игровые автоматы отныне могут работать только в 4 специально отведенных зонах, которые до сих пор существовали только на бумаге. Однако теперь власти надеются, что участники рынка отнесутся к этим планам всерьез. 244-й федеральный закон с 1 июля прекращает деятельность лишь игровых залов казино. При этом этот закон не касается деятельности лотерей, лотерейных клубов, букмекерских контор, тотализаторов и розыгрышей с использованием интернета. Многие чиновники уже выразили уверенность, что ряд заведений попытаются перепрофилироваться под лотерейные клубы и интернет-кафе, что требует законодательного регулирования. Российские власти также ожидают, что ряд самых отважных предпринимателей попытаются продолжить подпольную деятельность игорных заведений. Ожидается, что эти клубы ничем, кроме самоназвания, не будут отличаться от игорных. Поэтому в затянувшейся эпопее борьбы государства с игорным бизнесом сегодня рано ставить точку. Во многом, потому что в этой борьбе государство часто вынуждено бороться с самим собой. Если сегодня организаторы игорного бизнеса повесили табличку, вывеску, что это клуб спортивного покера, то ничего общего с видом спорта, естественно, игра в этом заведении не имеет. Срок вступления в силу 244-го закона постоянно откладывался. Ожидалось, что закон должен был начать действовать еще с 1 января 2009 года, однако и этот срок был продлен на полгода. Формально, чтобы закончить со всеми приготовлениями и дать игорным воротилам последний шанс перепрофилировать свой бизнес. Я думаю, что мы будем даже заниматься другим бизнесом. Вы уже определились, каким? Да, сдавать в аренду все помещения. У нас большие помещения здесь, в центре Москвы, и я думаю, что это хороший бизнес. Между тем, в свете последних событий нельзя не отметить, что первым, кто выступил против игры в казино, стал нынешний президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Недолго думая, он встретился с бизнесменами, заправляющими в республике этим бизнесом, и объяснил всю сложность и негативную сторону данной ситуации. Инициатива была полностью поддержана второй стороной. 2 августа 2005 года Чеченская Республика стала первой республикой, которая запретила у себя игорный бизнес. Запрет в первую очередь коснулся залов игровых автоматов. Казино в классическом понимании в республике никогда не существовало. На тот момент в регионе действовало около 60 игорных заведений. В каждом из них насчитывалось от 10 до 20 игровых автоматов. Свое решение Рамзан Кадыров объяснял тем, что игровые заведения не соответствуют нормам исламской морали. Если не вмешаться в ситуацию, в будущем будет труднее ее урегулировать. Однако некоторые представители правоохранительных органов связывали его с более весомыми причинами. По их мнению, часть неконтролируемых доходов от одноруких бандитов прямиком отправлялась на поддержку бандитов настоящих. Как бы там ни было, уже через неделю после заявления, к примеру Кадырова последовала Ингушетия, а через 2 месяца Северная Осетия. А спустя 16 месяцев, в декабре 2006 года, закон о регулировании игорного бизнеса был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Предпринимаемые Кадыровым меры зачастую бывают нестандартными, и другие политики за проявление той или иной инициативы обвиняют чеченского лидера в необдуманности своих решений. Но уже через некоторое время они признают свою неправоту. Так было с игорным бизнесом и угрозой приостановить действия оператора сотовой связи «Мегафон». Увольнение руководителей районных и городских администраций, ужесточение контроля по продаже алкогольной продукции на территории республики или с введением президентской программы по духовно-нравственному оздоровлению общества. Все это свидетельствует о том, что Рамзан Кадыров с первых дней своего пребывания в политике добился значительной консолидации властных ресурсов в своих руках.
Приоритетных направлений у чеченского президента очень много, но все они сводятся к одному – восстановлению экономики. Жизнь людей – это основная его забота. По мнению Рамзана Кадырова, необходимо вернуть всех, кого война заставила бросить свои дома. Чеченская республика снова должна стать многоголосой и многонациональной. Сила республики всегда заключалась в дружбе народов, основанной на добре и толерантности. Здесь православные восстанавливают мечеть, а мусульмане – церкви. Чеченский народ всегда был мудрым в своей вере и уважительным к чужой. Сегодня перед российскими властями стоит еще один немаловажный вопрос – потребление большого количества спиртных напитков. Монополия на спирт и борьба с пьянством стала вновь темой номер один для федеральных властей. Несколько дней назад на встрече с главой Минздрав соцразвития России Дмитрий Медведев предложил принять государственную программу по борьбе с алкоголизмом. Также алкогольную тематику недавно поднял премьер-министр страны Владимир Путин. В беседе с главой Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чен Владимир Путин заявил, что Россия должна следовать рекомендациям ВОЗ популяризации здорового образа жизни и готова объединить с организацией свои усилия в этой сфере. Чуть позже на встрече с руководителями думских фракций премьер отметил, что считает необходимым рассмотреть вопрос о государственной монополии на спирт. Такое предложение внес спикер Госдумы Борис Грызлов. А в Московской городской думе последние дни обсуждается инициатива по возрождению широко известных в советские времена лечебно-трудовых профилакториев для алкоголиков, так называемые ЛТП. В начале этого месяца исполняется 15 лет с момента, как в стране было закрыто последнее такое учреждение. Если законопроект получит одобрение среди политиков, то пьяницы наркоманов, совершившие в год 2 раза административное нарушение, в принудительном порядке будут отправлять на лечение. Хорошо забытая практика должна снизить количество наркоманов и алкоголиков на улицах страны. Впрочем, данная практика пока еще на бумаге, и будет ли она реализована в стране в ближайшем будущем, неизвестно. А вот в нашей республике к данному вопросу подошли со всей строгости, да еще и заблаговременно. То же самое даже хуже, чем это, именно, я снова говорил, я сегодня подписал указ, сюда проект, я не знаю, где это сегодняшнего дня, по республике, только Шинсакя, веду кандидат. Указом чеченского президента 17 февраля текущего года в республике ограничено время розничной продажи алкоголя, содержащей более 15% этилового спирта. В сутки разрешено продавать алкоголь, превышающий данный процент спирта, всего 2 часа, с 8 до 10 часов. А для всех торговых объектов, расположенных вблизи школ, а также объектов, входящих в дорожную инфраструктуру, разработан и доведен ассортиментный минимум, из которого исключена любая спиртосодержащая продукция. По мнению главы республики, злостное пьянство несет одинаково с наркоманией угрозу для общества. Причиной ужесточения продажи алкоголя он назвал увеличением числа преступлений и правонарушений, совершенных вследствие алкогольного опьянения, а также тем, что это желание и воля большинства граждан республики. Как отмечает глава региона, в противовес пагубным явлениям необходимо продолжение и усиление работы по созданию в республике условий для здорового образа жизни. Особенно важно продолжать политику духовно-нравственного воспитания молодежи, сохраняя уже достигнутые результаты. Когда мы объявили только игорный бизнес, а я игорный бизнес, проблема это федерального масштаба. Мы заявили свое мнение, а вы ее положили. У нас не должно быть игорный бизнес. И сен должен швы духру дашь, вы любой алачно, вы испытательный доход, когда вы это вы не истихадим дело хитан душ. Сюда вы тоже вот именно по России, молодежная политика, именно алкоголизм, вопрос поднимает Госдуму, везде. Мы боролись с этим, когда сюда вы по линии, именно духовное, расовое воспитание, Бог, шарик чудовищ, когда сайолок, да, юбкается, чудовищ, когда это здоровое население, когда